Уважаемая председатель Генеральной конференции, госпожа Симона Микулеску, уважаемая госпожа генеральный директор, ваше превосходительство, дамы и господа, прежде всего позвольте поздравить госпожу Симону Микулеску с избранием на пост председателя конференции. Желаю вам успехов и плодотворной работы на этом ответственном посту. В далеком 1986 году, в разгар холодной войны, знаменитый кыргызский писатель и дипломат Чингиз Айтматов организовал встречу интеллектуалов мира на берегу нашего прекрасного озера Иссык-Куль, получившую название Иссык-Кульский форум. Главной идеей этого форума всемирно известных и авторитетных писателей и деятелей культуры было призвать к конструктивному диалогу цивилизаций, культур, открытому обмену мнениями о дальнейшем развитии человечества. Наша очередная 42-я конференция проходит во времена, когда мы вновь сталкиваемся с серьезными угрозами для мира и безопасности, проблемами в налаживании позитивного взаимодействия и взаимопомощи, межконфессионального и межкультурного диалога. На фоне этих негативных трендов роль ЮНЕСКО как интеллектуального форума становится вновь как никогда актуальной. Дамы и господа, в последние годы мы все чаще становимся свидетелями новых климатических рекордов и нехватки водных ресурсов. Все это требует от нас незамедлительных действий. В сентябре, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я также затронул тему глобального изменения климата, в свете которого особенно уязвимыми оказались горные экосистемы и ледники. При риском исчезновения находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем. Кыргызстан, являясь высокогорной страной, не понаслышке сталкивается с проблемой таяния ледников и прорыва опасности ледниковых озер в условиях изменения климата. В целях решения проблем горных экосистем Кыргызстан более 20 лет активно продвигает в рамках ООН повестку в области устойчивого горного развития. Как известно, в 2022 году по инициативе нашей страны и Италии была единогласно принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Устойчивое горное развитие». Этот документ провозгласил 2023-2027 годы пятилетием действий по развитию горных регионов. С целью эффективного сохранения горных экосистем и ледников на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Устойчивое горное развитие» при поддержке горного партнерства ФАО, агентств ООН и других международных организаций разработан глобальный план действий по реализации пятилетия действий по развитию горных регионов до 2027 года. Этот рамочный документ предлагается в качестве нового формата тесного взаимодействия горных стран, международных организаций и институтов ООН по привлечению внимания к проблемам горных стран и их решению. В целях дальнейшей реализации резолюции ООН мной подписан указ об объявлении в Кыргызской Республике периода 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов. Разработана национальная дорожная карта по реализации пятилетия действий по развитию горных регионов на период 2023-2027 годов. В качестве завершающего этапа горного пятилетия мы планируем проведение в 2027 году в Кыргызстане второго глобального горного саммита «Бишкек плюс 25», спустя 25 лет после первого саммита. Хочу с этой высокой трибуны пригласить всех принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем. Надеемся на всемирную поддержку инициатив Кыргызстана на площадке ЮНЕСКО
и совместное плодотворное сотрудничество по сохранению горных экосистем и ледников. Уважаемые участники конференции, Кыргызстан привержен полноценной реализации целей устойчивого развития, которые напрямую интегрированы в национальную программу развития до 2026 года. В частности, в реализации цели 4 достигнуты большие успехи в сфере расширения доступа к образованию на всех уровнях и увеличения охвата школьным обучением. Понимая особую важность экологического обучения как пути к устойчивому будущему в краткосрочной и долгосрочной перспективе, Кыргызстан присоединился к глобальному партнерству по экологизации образования. В рамках трансформации образования проводится работа по созданию и модернизации эффективных цифровых обучающих платформ, повышению человеческого потенциала, улучшению качества преподавания в учебных заведениях, обеспечению устойчивых финансовых вложений. В сфере культуры в рамках Конвенции ЮНЕСКО в стране создана эффективная система государственной охраны и популяризации культурного наследия. Кыргызстан представлен в списке всемирного наследия 3 историко-культурными и природными объектами и 13 элементами нематериального культурного наследия. В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества внесено уникальное устное наследие кыргызского народа, эпическая трилогия «Манас Семетей Сейтек». Дамы и господа, разделяя принципы ЮНЕСКО, основанные на идеях высокого гуманизма, толерантности и развития диалога, Кыргызстан стремится внести свой посильный вклад в деятельность организации. Наша страна имеет богатый экспертный потенциал в областях деятельности ЮНЕСКО, который успешно применяет в работе в межправительственных комитетах ЮНЕСКО. С 2019 года мы являемся активным членом исполнительного совета ЮНЕСКО. Желая и далее вносить свой вклад в распространение ценностей культурного разнообразия, диалога и развития по всему миру, Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на переизбрание в исполнительный совет на период 2023-2027 годы. Мы готовы и далее вносить вклад в деятельность организации путем избрания и активной работы в ее органах и комитетах. В заключение хотел бы завершить свое выступление заповедью нашего великого писателя Чингиза Айтматова. В этом году, 12 декабря, ему исполнилось бы 95 лет. «Берегите землю и природу, ибо не будет жизни на земле. Берегите свободу и мир, ибо не будет спокойствия в нашей жизни. Берегите любовь, нравы и совесть, ибо человек перестанет быть человеком. Не забывайте прошлого, ибо без него нет будущего». Спасибо за внимание. Thank you very, very much, Mr. President, for your inspiring and kind words. It was a real special moment for us here at the General Conference. Thank you very much.